Бронзовые статуи ингушских джигитов, глиняные воины и различные животные. Более 15 лет Багаудин Сагов занимается лепкой и живописью. Однако в этой студии нет ни одной его работы. Уже несколько лет выпускник художественного училища в Перми занят только тем, что прививает любовь к искусству и работе руками детям в художественной мастерской декоративно-прикладного искусства. Что у нас? Это ты рисовала, да? Вот смотри. Вот вода, это горизонт. Это небо у нас будет. Давай ему сейчас глаз и вот перья нарисуй. Так, молодец. На первый взгляд кажется, что фигура выполнена из бронзы, но на самом деле это обычная глина, которая в руках учеников Багаудина Сагова превращается в настоящее произведение искусства. О своих собственных работах Багаудин не любит рассказывать. Считает скромность главное украшение художника. Впрочем, встретить их можно в музеях нашей республики и на различных выставках. Однако об одной своей картине, которая до сих пор висит у мастера дома, он все же вспоминает с гордостью. После училища, когда я приехал, я написал портрет своего деда на коне. Картина Брылова есть, князь Демидов. Так вот, я говорю, мне понравился этот конь этого князя, говорит, этого князя я высадил, я говорю, и посадил своего деда на этого коня. Любовь к искусству, вспоминает мастер, зарождалась постепенно. Сначала родители записали в художественную школу, а позже уже сам понял, что не может жить без любимого дела и хочет обучать искусству других. Сейчас у Багаудина 15 учеников. Все, что есть в этой мастерской, дети смастерили своими руками за какие-то 3 месяца. Особенно здесь любят лепить животных. Прежде чем лепить, я, вот видите, алюминиевый провод. Я делаю каркас. Каркас делаю я сам, потому что дети гнуть эти, и анатомию они этих животных, конечно, не знают. И я им подготавливаю каркас. Укрепляю его на ДСП и даю рисунок. Например, вот он, попугай, да? И с этого рисунка они начинают лепить. На лепку одной фигуры, в зависимости от сложности работы, в среднем уходит больше недели. Многое тут зависит от качества глины. Чем больше жирности в ней, тем меньше она трескается. Поэтому для своих работ Багаудин Сагов привозит глину из селения Галашки. Особая гордость художника – картины, нарисованные его учениками. Ими завешаны все стены в студии. Багаудин считает, что портрет – самый сложный жанр в искусстве, поэтому его подопечные относятся к своим будущим рисункам с особой ответственностью. Я буду рисовать цаплю. Она у меня будет разукрашена яркими цветами. Я буду использовать голубой цвет для моря, а для дерева буду использовать светло-коричневый цвет. Для цапли я буду использовать серый. А вот Самира Галаева сейчас трудится над очередной картиной, уже 11-й по счету. Девочка с полной серьезностью заявляет, она будущий Ван Гог. Самира мастерски рисует птиц и бабочек. Правда, не все рисунки у нее получаются удачно. Художница мечтает нарисовать свои любимые цветы – анютины глазки. Я мечтала нарисовать цветочек, но у меня не получилось. Я его видела у бабушки в деревне. У них много там таких цветов. Подсказать и направить считает своей главной задачей Багаудин. И когда-нибудь, надеется мастер, его ученики своими работами прославят Ингушетию на весь мир. Альмина Бокова, Рамзан Миржоев, Новости 24.